Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. В эти дни во всех сферах подводятся итоги года и формируются планы на год будущий. Очевидно, что год был для всех довольно напряженным, и пандемия внесла свои коррективы в планы многих. Каким выдался 2021 год для фтизиатрической службы, мы поговорим с Егором Прокопьевым. Это директор научно-практического центра «Фтизиатрия», главный фтизиатр Якутии. Егор Спиридонович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте в начале нашей беседы вы расскажете, с какими итогами фтизиатрическая служба провожает 2021 год. Начнем с того, что 2021 год был объявлен годом здоровья. И по эпидемическим показателям туберкулез в сравнении с другими регионами в начале года был достаточно такие неплохие показатели, но в течение года у нас снизилась заболеваемость, смертность, поэтому на Российской научно-практической конференции у нас отметили, что на Дальневосточном округе мы занимаем одно из лидирующих мест. Поэтому есть еще куда стремиться, на достигнутом не останавливаемся, идем дальше вперед. Но вы уже упомянули конференцию научно-практическую, которая называлась «Актуальные вопросы фтизиатрии в современных условиях», и проходила она в рамках 12-го ежегодного конгресса «Экология и здоровье человека на Севере». Да, расскажите, пожалуйста. Данная конференция, она проходила в 3 дня, то есть с 1 по 3 декабря. 1-2 декабря были проведены школы для практикующих врачей, то есть первый день полностью был посвящен врачам, участковым терапевтам, фтизиатрам. А 2 декабря он был посвящен, конечно, лучевой диагностике. А 3-го это уже пленарное заседание с участием российских ведущих ученых, в том числе с научно-медицинского центра города Москвы. И очень отрадно, что с приветственным словом выступила главный фтизиатр России Ирина Анатольевна Васильева. Помимо наших лекторов, докладчиков, активное участие приняли наши коллеги-дальневосточники. Это и Камчатка, Магадан, Хабаровский край, поэтому докладчиков было много, и темы очень интересные. По итогам конференции была принята резолюция, это внедрение новых технологий в нашу работу, а также по совершенствованию фтизиатрической службы. Конечно, если очень кратко, то так. Мы уже тоже затронули тему пандемии, и расскажите, как все-таки она отразилась, потому что ковид и туберкулез, может быть, дали какие-то патологии. Изменились ли подходы к лечению? Подходов к лечению у нас не изменились. Конечно, это отрадно, что у нас имеется отдельно стоящее здание. Это для хронических больных, поэтому мы его перепрофилировали под инфекционный стационар и провизорное отделение. Поэтому у нас поменялась маршрутизация пациентов. В течение пандемийного периода через данное отделение прошло 76 больных. Это туберкулез плюс ковид. Из них 2/3 протекали в легкой форме. То есть тяжелых форм таких не было, а лечение ковида существенно не отличается от общей сети. А какова сейчас вообще в целом ситуация в республике с туберкулезом? Как я уже ранее озвучивал, у нас идет снижение заболеваемости, но между тем хочу отметить, что у нас выше среднероссийского показателя заболеваемость детей, то есть мы это анализируем и прогнозируем, что у нас идет недовыявление активных больных. Поэтому в этом направлении будет посвящен весь 2022 год, то есть разработка методики, технологий для выявления латентного, то есть скрытого туберкулеза. А какие вы можете дать советы для профилактики данного заболевания? Тут необходимо понимать саму профилактику. У нас есть специфическая профилактика и неспецифическая профилактика. Неспецифическая профилактика – это всем давно известно, это гигиена, полноценный сон, полноценное питание, и занятия спортом, вредные привычки.
А специфическая профилактика – это, конечно, БЦЖ и реакция МАНТУР, а также диаскин-тест. Но помимо этого мы еще идем дальше по иммунологии, и в 2022 году будем пробовать уже на основе биоматериалов использовать ТИС-ПОТ. Поэтому, ну, фтизиатрия тоже не стоит на месте, ну и шагаем мы с общей сетью вместе. Вот, а давайте поговорим об этом подробнее. Может быть, какие-то новые технологии внедрились в диагностику туберкулеза? В НПЦ фтизиатрии вот с 2020 года активно работаем в цифровом направлении, то есть в рамках цифрового контура. Мы внедрили медицинские информационные системы, внедрили облачную поликлинику, которая нам помогла дистанционно консультировать пациентов, помогла в части видеоконтролируемого приема лекарственных препаратов. И сейчас идет разработка единой флюоротеки по республике Саха-Якутия. То есть если на сегодняшний день флюорокартотека имеется в каждой медицинской организации, и она довольно-таки сложная, то сейчас мы стремимся к созданию единой флюоротеки, которая будет проходить через определенные программы, и я думаю, что облегчит к выявлению туберкулеза. Внедрили телемедицинские технологии, то есть у нас 3 телемедицинских кабинета, это 1 в детском и 2 во взрослом. Поэтому вот проведено свыше 600 телемедицинских консультаций как внутри республики, так и с федеральными центрами. Поэтому ну, вот этот цифровой контур, он дал некий толчок в развитии фтизиатрической службы в целом. Если сказать, что если раньше мы пациентов направляли в федеральные центры, отправляли факсом, электронной почтой, то сейчас мы уже через телемедицинские технологии консультируем в режиме онлайн. Поэтому поэтому вот быстрота диагностики, она вот имеет место быть. В этом году вашему фтизиатрическому центру было присвоено имя заслуженного врача Ефрема Андреева. Расскажите, какие мероприятия проводятся научным центром в память о великом профессоре? Ну, вообще надо понимать, что Ефрем Николаевич Андреев является первым директором Института туберкулеза. Он уроженец села Андреевского Верхнеуильского района, инициатором которого было население Андреевского района. И в 2021 году указом главы республики Арсения Сергеевича Николаева нашему учреждению было присвоено имя Ефрема Николаевича Андреева. Ефрем Николаевич Андреев руководил довольно-таки долго, и все то, что сейчас имеется, вот, заложено при нем. Это если взять 1949 год, когда вышло постановление Совета министров СССР за подписью Иосифа Виссарионовича Сталина, где конкретно прописано, что там выделить здание, выделить штатное расписание. Вот, все расписано. Поэтому вот, мы были первыми филиалом Центрального института туберкулеза СССР, а потом стали ЕНИИТом, Якутский научно-исследовательский институт туберкулеза. Ну, а на сегодня мы являемся научно-практическим центром. И очень отрадно, что имя Ефрема Николаевича Андреева присвоено нам. Мы организовали музей истории развития НПЦ фтизиатрии, то есть один кабинет полностью восстановлен. Кабинет Ефрема Николаевича Андреева, нашли стол, шкафы, все как при нем было. Поэтому вот у студентов занятия по фтизиатрии начинаются именно с посещения нашего музея. А какие задачи на следующий 2022 год стоят по развитию? Ну, вот как я озвучивал, это развитие новых технологий, то есть дальнейшее внедрение цифровых технологий. Второе – это централизация бактериологической службы республики,
потому что мы видим, ну, туберкулез и БАК-служба, они неразъединимы. Ну, третье – это разработка методики, технологий по выявлению латентного туберкулеза. Вот 3 основных направления, которые нам предстоит решить. Ну, а 4 и 5 это уже совершенствование. Это уже зависит как бы от нас самих. Если первые 3 сделаем, то 4 и 5 он вытекает из первых 3. Спасибо вам большое. Желаю успехов вашему центру. Надеюсь, все 5 пунктов у вас все сочтутся. Спасибо. Спасибо большое. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Тема у нас была «Фтизиатрия в республике». Берегите себя и до новых встреч.